будем делать съемку с помощью георадара. Какая у вас здесь цель? Мощность льда определить. Там фонтан такой. Можете попробовать. Здесь давно уже никто не ездил и не ходил. В общем, мы утонули. Коварно. Слабо! Уничтожен. Я не могу идти по глубокому снегу. Заночевали вот в этом зимовье. Спал в холоде. Да нам всегда везет. Нашумевший боевик. Собакитские страсти. Друзья, всем привет. Обычно необычный блог. В экспедицию едем. Мы вообще не готовились, как обычно. В экспедицию едем мы в Верховье Самокита. Едем с ребятами, которых еще ни разу в глаза даже не видели. Ребята очень интересные. Не переключены. Как город уходит под воду со скоростью 5 миллиметров. Понравилась трудность трассы. Евгений, 37 лет. По итогам неудачного брака. Почтение именно на день Знаете, рождения. что больше всего обидно? Вот это вот еще наша бабушка. Окей. Ой-ой-ой. Бензин, вода, чай с травами по-сахоследовски, 2 раскладушки, бутер, одежда, экипировка, помидоры. Взяли палатку от Экспро. Сегодня 31 марта. Время выезжать. Хотели в 9, а у нас в 11. Мы никогда никуда не торопимся. Свершилось! Свершилось! Все, мы выехали, друзья. Едем на желтый цвет. Александр! Александр! 3 снегохода у нас сегодня. 2 викинга, 1 горник. Можно на горник? На горнике дадим прокатиться. И по одной. Пока убегал от темного вчера, светлый завтра мир замирал. Пока убегал от темного вчера, светлый завтра мир замирал. Замените меня в аду, я не знаю, куда иду. В лабиринте толпа людей, много лиц, но они не те. Я прожигаю дни и ночи, но время не ждет людей. Время не ждет, время не ждет, время не ждет, время не ждет. Это долина реки Самокит. Здесь образуется наледи. И когда все начинает промерзать, и земля в том числе, вот эта вода под давлением выходит и растекается по долине, образуя вот такую наледь. Все, следы развертка по глубине. Это что, георадар? Снежок, смотрите, еле-еле падает. Какая здесь красота на Самоките. Леонид? Сейчас мы будем делать съемку с помощью георадара, чтобы изучить разрез, который у нас здесь существует. Мы хотим померить мощность наледи и посмотреть, какое строение имеет наледный бугор. К фронту промерзания у нас подтягивается вода. При замерзании увеличивается в объеме на 9%, начинают вспучивать землю и образуются на поверхности вот такие бугорки. Олег, с какой скоростью надо ехать, чтобы измерять мощность льда? В первую очередь равномерная. У него непрерывная запись идет, чтобы потом это все грамотно поженить. Надо скорость знать. Мы вообще руками таскаем. Это все на себя, этот шнурок за себя и пошел по тайге. Возможности прибора просвечивать до 10-15 метров.
Ну вот начали двигаться, более-менее однородная здесь масса, лед. Вот это вот свои бугор, видишь, приподняло, выплюнуло вместе с грунтом. После него опять пошел лед. Вес сохранил здесь, в принципе. Все, на следующий едем. Есть такой метод ландшафтной индикации по растительности. Это что значит? Допустим, маленькое оттаивание, суровые мерзлотные условия, воды практически нет, то там у нас обычно растет лиственница. Но если у нас появляется там какое-то более глубокое протаивание или водичка там бежит, это более теплые условия. Как правило, растет ольник на таких участках, ель там растет. Вот можно разломы тектонические определять с помощью этой ландшафтной индикации. Здесь вот на самоките можно увидеть подобные участки. Вот в верховьях, там где лес начинается, там очень много ели. По долине тоже есть ряд участков. Это вот признак более теплых зон, там, где, возможно, выходит вода на поверхность. Че, поедем? Я тут завел свою шарманку, мне ехать надо. Вот один сделали, два сделали, и там еще два у нас. Все. Я в Хане, когда был первый раз в 16 году, на леди метров до 3-4. Да. Здесь тоже она бывает такая. Если услышите, что вот на таком бугре трещит он, вот ради прикола можете попробовать, вот буром дырку сделайте. Да если до воды достанете, там фонтан такой фиганет. Очень красиво. Давай попробуем. Двигаем. Да. Чё? А у охотников никакой чистоты рации нету? Там Я сканировал, никого нет. не могут же у них рации каждый день, ну, круглосуточно работать. Может, он сейчас вообще где-нибудь в лесу или еще чем-нибудь занимается. Его подсекаем, сейчас поручил. Здесь подсекем. Подсекай. Где оптимальнее всего? Где? Там. Туда. Почему? Почему оптимальнее туда ехать? Потому что там накатаны пути уже. Накатанный. Рыбаками. Поехали на шаман дерево, привяжем по веревочке. О, по веревочке. Все, супер. Чую посуду. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду. Леонид. На Верхнередринской метеостанции температура воздуха составляет плюс 4 градуса. Ветер 24,3 метра в секунду. А мы сейчас находимся на святом месте. Здесь у нас как раз шаман, гора. Или нет? И нам везет, и нас везут. Да. Олег нам дал интересную веревочку. Называется бумажная изолента. А она сейчас завяжем, чтобы обратно нам приехать нормально с поломок и без приключений. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. It's a cold night in my bed in the heat of the summer. I've been waiting patiently for a beautiful lover. He's not a cheater, a believer. He's a warm, warm-blooded achiever. It's a lonely night in my bed in the heat of the summer. It's so... It's a hot night in my head in the chill of the winter. No, I've been looking hard for a lover disguised as a sinner.
друзья, какая-то последней покатушки, когда я спалил ремень. Сейчас он проворачивается, и я не могу идти по глубокому снегу. Супчика. Сейчас приедем, сделаем. Что у нас по кухне? А? Что по кухне главное? Не знаю, определимся. Расскажите, Олег, какая у вас здесь цель? Что вы здесь будете делать? Мощность льда определить. Самокитской наледи. Здесь нас не очень приятно кататься. Пилится, а там это крупа, снег. Для него тяжеловато идти. Постоянно надо ходом идти. Останавливаешься, бывает закопается. В главных ролях Джонни Депп, нашумевший боевик «Собакитские страсти 2». Тут все заметено. Я поеду, сейчас путик пробью. Походу нам придется здесь копать. Я уже тут сам закопал. Здесь давно уже никто не ездил, не ходил. Но проехали буквально сколько? Метров 60. И опять закопались. Огонь! Огонь, ребят! Я не за соседку. Выхожу пробивать трассу. Сахослед силам. Моя сегодня задача не торопиться. Друзья, обратите внимание, как пена постоянно швыряет снегоход. Красавчик, хорошо просто. Леонид, а ты первый раз сюда когда попал? В 2016 году мы ездили. Вот первый год мы поехали на Буране и попали в Полынью. Масса большая была, нас было трое. Начала под массой проседать техника, и, в общем, мы утонули. Что ты за этот подъем можешь сказать? Обычно здесь местные рыбаки, охотники набивают путик. Последний, наверное, месяц очень сильно метет. Лыжи начинают стаскивать с трассы, и снегоход тонет. Тонет снегоход, ребята. Ладно, мы поедем, наверное, дальше. Лень. А я остаюсь. Половина пятого. Охренеть. Сколько нам еще Нам осталось? Километра 4, наверное. 4? Поверьте, 4 километра будет сейчас жестких. Закапывать, стой! Что-то пошло не так. Прорывчик у нас сегодня будет, походу, веселенький. Как хорошо, ребят, ездить на горном снегоходе. Это лучше, чем с пеной.
сбились с пути, поднялись на вот этот хребетик. И вот буквально метров 300 только спускаемся и потеряли с дороги. Да, приключений сегодня хватило. По-моему, с 2 до 7 вечера. Нормально так. Сюда, сюда, сюда. Эх, чуть-чуть не вылез. Но это я там, видишь, в угол ушел, меня завалило. Ты туда же попал, в тот же плен. Друзья, не попадайте в плен. В плену очень коварно, холодно и неуютно. Вы не подскажете, как пройти на Дерибасовскую? 21:03. Нам еще осталось 600 метров непонятно куда. Вышли мы на самокит. Ничего не слышно, ничего не видно. Огонь. О, много. Ну что, ребятки, наконец-то мы добрались до избы. Без 10:11. Еще не знаем, чья изба, но думаю, скоро узнаем. Сейчас варим кашку, макарошки. Это его самокитский. Поставь лайк. Поставь лайк. Подпишись. Похуй. Бедная веревка. Я неправильно дергаю. Привет, сегодня 1 апреля. Мы будем сейчас есть кашу кукурузную с китайскими грибами сеофан. Лёль, ну расскажи, в каком месте ты их собирал? Это очень интимно. Я думаю, хватит. Ждем, когда это все сварится. Сегодня второй день нашей экспедиции на самоките. Вчера поздно вечером мы добрались сюда, не стали устанавливать палатку, заночевали вот в этом зимовье. Сегодня ребята-геологи занялись своей работой, а мы с Денисом начали чистить место под палатку. Начнем устанавливать палатку от фирмы Экспро. Удобно помещается в пене. И читаем инструкцию. Ничего сложного нету. Сейчас мы вам покажем, как она собирается. Тянем за крепежи. Так, опа. Тянем боковые и внутренние. Оп. Заняло всего 1 минуту. Веревки в комплекте идут. И мы сейчас сделаем растяжку. Анкера сейчас нам не пригодятся, потому что у нас вечная мерзлота. Мордочка под трубу для печи. Москитная сеточка. Сейчас мы установим печь. Умещается 2 кровати. Вот такая плита. Тепло и уютно. Ну, вообще, до 4 человек можно, в принципе, разместить. Форточку можно открыть. Очень светло. Уютно.
походом. Все, увязываемся и едем домой. Твои ощущения за ночную спячку в этой палатке? Полсмены дежурил кочегаром в полудреме, а остальное спал в холоде. Солнце вышло, стало тепло. Нам повезло. Да нам всегда везет. Нет, надо обживаться. Хватка хорошая. Дома немножко пару моментов довести. Печку немножко подрепетировать. Печка, конечно. Ну и дрова, сухие дрова. Как обычно, все идет по плану, все хорошо. Работу сделали, уезжаем домой. Че вы учите-то? Че-то как тесты-то прошли? Тесты вы прошли на высшем уровне. Нам очень понравилась эта палатка. Мы счастливы и довольны. Ура! Ну что, друзья, время 11:15. Я сейчас отъехал от нашего зимовья. Мы уже собрались. 2 дня назад, около 6 часов, мы долбили этот подъем и спуск. За 2 дня образовался жесткий наст. Ветер. С утра было минус 15. Нам уже не привыкать. Почему ты не рассказал, что здесь образуются такие трещины? Уничтожен. Цель нашей экспедиции была выполнена. Ну, в общем, да. Наши задачи ходили на ледиметрические работы. Мы измеряем мощность наледи. Приходим, берем отсчет от определенного деления, измеряем длину до льда. И таким образом мы знаем, сколько у нас толщина льда в данной точке. По площади у нас расставлены вот эти вехи, мы снимаем показания. Зная размер этой наледи, ширину, длину, можно посчитать ее объем. Объем наледи говорит нам о том, какое количество подземных вод у нас здесь существует. Весной тает снег, происходит дополнительное питание речное. Мы хотим изучить, как в условиях современного изменения климата, которое наблюдается уже несколько десятилетий, реагируют подземные воды на эти изменения. Температура воздуха, количество осадков. Все это напрямую влияет на условия питания подземных вод, на промерзание грунтов, отражается в размерах наледи. Вот наша задача изучить. Нам надо проводить эти наблюдения ежегодно, 5-10 лет, сделать какое-то уже заключение. Ух ты, терьям.
быстренько уже догнал. Сейчас мы идем в подъем. Сверху насыпало за эти дни в районе 35-40 сантиметров. Будем потихоньку. Ох ты! Хе-хе. Дорогу уже всю перемело. Я сейчас ребятам пробиваю путь обратно домой. Вот места, где уже задутые. Я после тебя вообще не вижу, куда ехать. Я у тебя делаю нормально проход. Я сваливаюсь с твоего света. Лучше ехать тебе, да? Сразу. Начали доставать термоса, телефончики, дозвониться до любимых, до нелюбимых. Ну все, ребята, едем домой. Touch me.